Как бы долго ни длилась ночь, утро неминуемо наступит, гласит народная мудрость. Ингуши никогда не пребывали в темноте, но представители многих поколений не просто мечтали, а добивались своей государственности. 25 лет назад это свершилось. Да, иман, Мы долго шли к национальному очагу, образно говоря. Сегодня есть республика, и над ней развивается ингушский флаг, которому как минимум 2000 лет. Государственность по воле Всевышнего создал народ, а впереди всегда шли лучшие его представители. تكون خلافات شبتش شاش مغر حدش شاش يعتبر حدش Юзбек Васильевич, с чего начинается Родина? Родина начинается у каждого человека с родителей, с отца, с матери, которых он первый увидел, чьи имена там или как он их назвал впервые. Дальше же все составляешь. А так с родителей. Деймохк – земля отцов, Родина. Государственность Ингушетии – это мы. Так было испокон веков. У нас каждый мог себе позволить заявить: выше меня Творец, ниже меня только трава. И нам не нужна чья-то хваленная демократия, когда равноправие и чувство собственного достоинства заложено в нас на генном уровне. Начиная с 2012 года республика проходит более 300 мероприятий в год регионального, федерального и международного масштаба. Состоялась ли государственность? Комментарии излишни. Но прежде чем перейти к современной истории Ингушетии и к 25-летию республики, вспомним несколько эпизодов из нашего непростого, но очень богатого, далекого и близкого прошлого. Ведь мы не одномоментно пришли к своей республике. И это был долгий процесс. Испокон веков ингуши выше личного ставили общественное. Так мы и жили, веками отстаивая место под солнцем, выработав свой кодекс чести «Эздел». Это универсальный и очень продуманный свод правил, который включает в себя достойное поведение на войне и в мирной жизни, при приеме гостя и за столом, отношение к старшему-младшему, женщине-девушке и очень многое другое. Именно вера в Аллаха, неписанный кодекс «Эздел» сохранили наш народ в 1944-1957 годах, когда он насильно был оторван от родины на долгих 13 лет. С момента депортации нашего народа, я думаю, вся наша интеллигенция была задействована в том, чтобы восстановить свою государственность, чтобы возвратиться на свою родину. И никогда никто из нас не сможет забыть, тем более мы из Сверсики, когда мы возвращались из ссылки сюда, на свою родину, как наши отцы, деды, когда они делали первый шаг на этой земле, как они преклонялись к земле, целовали эту землю, и мы видели, как слезы текли по их щекам. И только те люди, которые когда-то лишились этой родины и возвратились сюда, только они могут, наверное, дать оценку, что значит родная земля. В 1957 году ингуши начали возвращаться домой. Правда, партийные боссы, не считаясь мнением народа, решили, что их устроит проживание на усеченной исторической родине. Но ингуши с этим не согласились. В январе 1973 года в Грозном прошел мирный митинг представителей нашего народа.
Пожалуй, это был первый шаг после депортации, сделанный для создания ингушской государственности в составе России. Во всяком случае, заявление о правах в рамках закона было сделано громко. Мы не требуем чужое, мы никогда у сопредельных народов за прошлые века не отторгали часть их территории. Мы только требуем, чтобы нам возвратили то, что принадлежало нам для нашего усиления. Благодаря вот такой нашей активности, и притом это была высокая активность, значит, так, и мы сумели, значит, добиться своей государственности. Но шли мы тяжело. Да, конечно, нельзя отказываться от хорошего соседа, значит, от друга там, и так далее. Так. Но все равно лучше иметь свою хату. Если ты ее будешь иметь, ты лучше будешь относиться к соседу. С 1988 года ингуши начинают отстаивать свои законные права. Сам факт принятия закона об образовании Ингушской республики 4 июня 1992 года – это величайшее событие в нашей истории Ингушетии вообще. А, конечно, этому предшествовало многое. Первая делегация выехала к руководству СССР в Москву в октябре 1988 года. Были выборы, в процессе вот всего этого были выборы, были избраны новые депутаты с новым мышлением, с новыми взглядами. Были в Верховном Совете СССР, были Фаргиев Хамзат и Муса Дарсигов. В Верховном Совете РСФСР были депутаты Бембулат Богатырев, Ибрагим Костоев. Они работали в Верховных Советах. 9-10 сентября 1989 года в Грозном проходит второй съезд народа. Схалхер съезди совет Айрл Дуалшхан. Первый съезд ингушского народа прошел в Базоркино, Чермени, судьбоносный для народа период в 1919 году, когда царская Россия фактически перестала существовать, а на Северном Кавказе устанавливалась советская власть. Но и второй проходил именно в такой момент, когда Советский Союз уже был на грани развала. Это преемственность, умение консолидироваться, когда над народом нависает угроза. Последующие события показали, что ингушские лидеры, поддерживаемые народом, должны быть решительными. Но в тот период и мне, как представителю духовенства, пришлось встречаться с многими учеными, деятелями культуры, науки, и в частности с руководителем духовенств тех или иных стран. И они с пониманием относились к тем проблемам, которые стояли перед нами. Может быть, кто-то преуспел в чем-то, но я думаю, это была заслуга всего нашего народа. Конечно, были лидеры, были движения общественные, но если бы не было поддержки народа, если бы их идея не опиралась на мечту народа, на единый порыв, который был в те годы, единый порыв у всего народа практически, мало можно было увидеть людей, не согласных с этой идеей, и которые не готовы поддержать ее, не готовы дальше работать для ее реализации. Вот это был, конечно, энтузиазм огромного масштаба. Нельзя не сказать и о том, что 4 июня 1992 года стал днем образования Ингушетии в составе России, благодаря также видным и авторитетным представителям русского и других народов страны, вклад которых мы помним и ценим. Те люди, которые приезжают сегодня на этот мемориал, они все это видят. Почему эти имена высечены? Да потому что они хотя бы своим словом помогли нам в чем-то. Вот академик Лихачев, он говорил, что сама судьба свела нас. Поэтому я собственную что напишу обращение на имя Ельцина, чтобы это было видно, что это писал я. Это я считаю как дань перед вашим народом. Когда мы встретились, несколько раз встречались с Алексием II, царство ему небесное, но он тоже сказал, это впервые, может быть, даже делегация православия и ислама на официальном уровне встретилась. И он с пониманием отнесся к нам.
26 апреля 1991 года был принят исторический закон о реабилитации репрессированных народов. 4 июня 1992 года подписан закон об образовании Ингушской республики в составе России. Мы будем помнить, чтить людей, которые шли впереди. Мы обязаны быть им благодарными. Я всегда говорю, вот видите, какие мы активные. Назовите еще один прецедент, чтобы был город построен в Российской Федерации. Новый город нет. Так назовите мне прецедент, где новое государство создано в Российской Федерации, кроме нашей. Нету. Значит так, вот это мы появились, потом мы создали его. И это благодаря нашей активности. События 1992 года – это наша боль, но это еще и урок. Нельзя расслабляться, когда решается такой вопрос, как строительство собственной республики. Все еще догорали ингушские дома в селах пригородного района, когда некоторые российские чиновники предлагали ингушам жилищные сертификаты, чтобы они могли поселиться на просторах России. Конечно, люди с гневом отвергли такое предложение. Ингушки никогда не отрицали, что у них есть большая родина – Россия. Наоборот, они веками стояли на страже ее интересов. Но они прикипели душой и сердцем к малой родине. Те, кто озвучивал предложение о сертификатах, они просто не понимали, что родину не выбирают. Она давно уже выбрала нас. То, что я здесь увидела, вот на этой площади, конечно, никогда не забудется. Говорили о многочисленных жертвах, о раненых, и что люди, все, кто там проживает, лица ингушской национальности, покинули свои дома и идут через ущелье. Со стороны Алкуна уже появились первые люди, и, в общем-то, вот нужно было что-то делать. Мы немедленно собрались, значит, все, кто был более-менее так вот, так сказать, активны, собрались вот в этом здании, вот дальше вы увидите, и думали, что же нам делать. И мы создали общественный штаб. Я сегодня бы, конечно, за неимением времени всех перечислить не могу, но этим людям мы должны сказать огромное спасибо, потому что все бросив, они собрались, и вот в течение всего этого времени, пока последний беженец, вынужденный переселенец не был обустроен, эти люди работали днем и ночью. Поверьте мне, сутками мы там работали. И самый известный из тех людей, который вот с нами в штабе находился, это Калиматов Алихан, герой России. И в то время русские, ингуши, корейцы, чеченцы, армяне с нами были. Они все как один вот помогали, кто чем мог. Эти люди достойны, чтобы о них тоже написали. Они совершили гуманитарный, человеческий подвиг. В 1993 году состоялись выборы первого президента Ингушетии Руслана Аушева. И это стало фактическим началом возрождения и становления ингушской государственности в составе России. Тогда эксперты, политики говорили, что мы начинали даже не с нуля, а с минусовой отметки. Вот как бы вы охарактеризовали тот период? Сложно мне охарактеризовать тот период. Почему? Потому что я в тот период был на других направлениях. И те, кто стоял во главе руководства республики, те, кто создавал республику и с разных направлений пытался добиться определенных преференций в этом плане, они, конечно, лучше знали, на каких условиях и на каком уровне создавалась республика. Я не скажу, что там плюсовая или минусовая отметка, тем более нулевая отметка была. Но уж точно одно, что такой устоявшейся базы у нас не было, тех руководителей не было. Почему я говорю, нельзя говорить про нулевую отметку? Был очень огромный человеческий потенциал, желание людей именно жить в своей республике. Но я сегодня справедливо считаю, что, наверное, самый сложный период достался Руслану Султановичу. Что период это о становлении
это осетино-ингушский конфликт, это кровь. И это такое тяжелая такая ноша, тяжелое бремя. Отсутствие, естественно, самого элементарного, и отсутствие кадров. И вот это в комплексе, конечно, такой серьезный отпечаток на нагрузку тогдашнего руководителя НИКЛО. Поэтому я считаю, что ему было тяжелее всего. Не будем забывать, что становление Ингушетии проходило на фоне военных действий в Чечне, в результате которых сотни тысяч беженцев из Братской Республики оказались на нашей территории. До сих пор удивляюсь, как мы и сохранились, а мы еще государство создали. И притом, значит, не было ни одного случая такого паники, значит, что вот, а что же будет? А вы знаете, чем еще усугубилось положение наше? Тут же, одновременно, в течение года, 2-3, у нас беженцев, я их назову беженцами, в Ингушетии оказалось больше, чем коренных. С Чечни, из Осетии. И это мы выдержали. Я всегда вспоминаю, как я в 93-94 году работала заместителем председателя комитета по делам молодежи. Но вплоть до 94 года, до того, как меня избрали депутатом Народного собрания парламента Республики Ингушетия. Вот тогда молодежный комитет по поручению руководства нашей республики занимался в том числе и обеспечением досуга детей, летнего отдыха. В те годы максимум на отдых, вот тот же лагерь «Орленок», вот самое большое количество детей, которые мы на всю республику места выпили, это было максимальное количество, это 20-40. Сейчас что происходит? Мы все видим, что во время летнего отдыха контингент детей, которые могут отдохнуть, доходит до количества более 15 тысяч детей. 27 февраля 1994 года в Ингушетии избрали первый состав парламента и приняли Конституцию республики на всенародном референдуме. Затем наступила очередь своего гимна, флага и герба. Ингуши, несмотря на то, что это малочисленный народ, но тем не менее как-то сумели организовать свою жизнь и дойти до государственной жизни, до государственного устройства. Поэтому, я думаю, нашим предкам, разным поколениям надо дать должное, что они сумели, зная эту тяжкую историю, которая выпала им, они сумели все-таки дойти до государственности. Так что этим можно и гордиться, и последующим поколениям. Я думаю, любой гражданин должен знать историю, свою историю, и из прошлого какие-то выводы делать, расти, эволюционировать, развиваться, прогрессировать. Вот задача каждого гражданина, наверное, начиная от уборщицы и кончая главой государства. С 1994 года начали строиться первые объекты в Назране, Магасе. В 1995 году во всенародный праздник вылилось торжество, когда через 50 лет после Великой Отечественной войны звезду Героя России вручили летчику Мураду Оздоеву. А в 1996 году на пустыре в Насыркорте, близ Назрани, возвели первое символическое сооружение – мемориал памяти жертв репрессий. Когда республика первый раз 25 лет назад она была создана, здесь вообще не было ничего. Это абсолютное отсутствие всех структур, власти, все такое. Даже этих зданий не было. Даже вузы, где вуз разместить, даже ни одного нормального помещения не было. Представьте себе, можно было тогда поверить, что будет проходить грант. Грант – это конкурс, вы знаете, что конкурс будет проходить, германская служба академического обмена его будет проводить, и что выпускник 2010 года, 2010 год, Ингушского госуниверситета, среди 600 претендентов по всей России, что он войдет в число лучших 15. Сегодня памятник жертвам репрессий является центральным монументом мемориала памяти Еславы в Назране.
но свой законченный вид комплекс памяти приобрел в 2012 году. Именно тогда в Ингушетии первым в России появился памятник солдатам Первой мировой войны, всадникам Ингушского конного полка легендарной дикой дивизии и последнему защитнику Брестской крепости Уматгирею Барханоеву. Не знаю страха, не боится пуля, на среду атака, храбрый Мерчули. Пушки ми отбили, зарадом от души, вся Россия, знаю, джигит ингуши. Говоря о символическом объекте, о главном символическом объекте мемориале памяти и славы, вот что он значит для народа и что он значит лично для вас? Ну, символическое можно по-разному смотреть, да? Одни считают символическое, это так, чисто там, типа, объект такого или там мероприятие такого протокольного, не совсем актуального. А если мы исходим от слова «символ», тогда, да, по-другому можно смотреть. Я за время своего там руководства республики с первого дня, самый тяжелый период в плане активизации банд подполья, таких мрачных, таких черных дней для республики, черной страницы для республики, я в тот период для себя решил выполнить две задачи. И первая и вторая задача у меня не стояла борьба с терроризмом и стабилизация обстановки, хотя я об этом говорил. Она у меня стояла на третьем плане. Первое – это было образование. Вторая – это была тема здравоохранения. И вот в рамках образования мы как раз и выстраивали схему не только там дошкольное и школьное образование, но и образование в рамках военного, патриотического, там, других видов сфер деятельности. И почему мы заостряли внимание на не только мемориал памяти и славы. Если вы помните, то время мы начали активно работать с историками. Одних отправляли мы, архивистов, в Грузию, других в Армению, третьих там в Махачкалу, четвертых там в Казахстан, в Германию. То есть мы везде разослали людей, чтобы они максимально нашу историю находили. И мемориал памяти и славы один из таких самых мощных элементов, когда мы там на одном пятачке земли показали, ну хотя не пятачок, а большой довольно, участок земли показали себе в первую очередь и тем, кто к нам приезжает в гости, насколько велика наша история. И наша история, она не образца там 18-го года с Красной Ингушетии там, или какого-то периода, не образца там 44-го года нашей депортации или как других вещей. А наша история более глубокая. И этот памятник имеет огромный смысл. Смысл именно воспитания подрастающего поколения. И смысл в плане гордости за свой народ, за историю своего народа. И огромный смысл в плане того, что мы посредством этого памятника всем показываем, всем гостям показываем, насколько у нас великая нация, великий народ. На территории мемориала высажено более 400 деревьев в память о правоохранителях, которые погибли за годы образования республики, защищая мир и покой наших граждан. Это трагическая страница новейшей истории Ингушетии, когда республику в начале 21 века захлестнула волна международного терроризма. Гибли сотрудники МВД, духовные лица, мирные граждане. В федеральных СМИ республика гремела чуть ли не как самый нестабильный регион в России. Очень сложное, конечно, очень тяжелое и сложное время, когда, ну, что тут скрывать, да, сотрудники уходили из дома, практически, наверное, все думали так, дойду ли до работы или приду ли с работы, и уходили с работы, дойдем до дома. Любая религия, она же не призывает людей убивать. Они, наоборот, призывают людей, чтобы сохранить человеческую жизнь, ибо это священный дар Всевышнего. И никто не имеет права посягнуть на эту жизнь, кроме того, кто даровал нам ее. Великие
посланники Аллаха, такие как Иисус, Моисей, да благословит Аллах и приветствует их наш Мухаммад, алейхиссалату вассалам, то, что они говорили, их изречения. Иисус говорил: блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Моисей говорил, что даже напрасный гнев на брата своего равносилен убийству. Наш пророк Мухаммад говорил, алейхиссалату вассалам: твори добро достойным и недостойным его. Если ты встретишь достойного, то сотворишь достойное. А если ты не встретишь достойного, то сам будешь достоин. Вступивший в должность руководителя Ингушетии в конце октября 2008 года боевой генерал, герой России Юнусбек Евкуров очень не устраивал тех, кто пытался дестабилизировать обстановку в республике. Пожалуй, одним из сильнейших ударов по их планам стали регулярные встречи руководителя с жителями, диалог напрямую. Самая главная задача и по ингушскому менталитету, и по другим всем менталитетам, которые есть у всех народов, это значит, если у народа есть лидер, который поведет их к лучшему, то этот народ – это счастливый народ. Видя, как новый руководитель Ингушетии решительно берет ситуацию в свои руки, у международных террористов сдали нервы, они уже теряли позиции. Поэтому провели зловещую по своей сути акцию. Не прошло и 8 месяцев, как глава Ингушетии вступил в должность, когда 22 июня 2009 года на него было совершено покушение. Начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником врезался в кортеж руководителя региона. Юнусбек Евкуров выжил чудом. То покушение, которое было в 2009 году в июне месяце совершено на него, мы все знаем, что это был смертник. Естественно, он стал мишенью номер 1 для них. Я вот сам разговаривал с врачами, которые говорили, человек получил 3 травмы, несовместимые с жизнью. Прошло пару, наверное, месяцев, стал в строй, пришел. Аллах помог ему в этом. В больнице имени Вишневского, где Юнусбек Евкуров находился после покушения, главу Ингушетии навестил Владимир Путин, тогда премьер-министр. Он преподнес ему символический подарок, пожелал здоровья и заметил, что это не единственный подарок, который приготовлен для Ингушетии. Главное, чтобы глава встал на ноги и приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Вряд ли кто из нас задумывался, о каком подарке говорил Владимир Путин. А он действительно оказался очень значимым. Была принята федеральная целевая программа о социально-экономическом развитии республики на 2010-2016 годы. В ходе ее реализации за 6 лет построено и реконструировано более 140 объектов социальной сферы, промышленности, инженерной инфраструктуры. Обеспечены жильем беженцы из Чечни и жители оползневой зоны Малгобека. Последняя программа социально-экономического развития 2010-2016, федеральная целевая программа по Республике Ингушетия. Кстати, надо отметить, что это была одна из немногих программ для регионов, для субъектов Российской Федерации, и она достаточно успешно реализована. И я считаю, что результаты этой программы очень и очень положительные в плане социального развития республики. И даже я уверен, что они будут положительно сказываться и на укреплении материальной базы и экономики Республики Ингушетия. Одновременно с развитием социальной сферы и реализацией экономически выгодных проектов в республике серьезное внимание начали уделять сельскому хозяйству. 100% обновили парк сельхозтехники, начали выделять средства крестьянско-фермерским хозяйствам. У нас на душу населения приходится всего 18 соток пашни. Когда это по Северному Кавказу 60, по стране это более 92 соток, почти гектар. Значит, и эти обстоятельства несколько они нас сдерживают, чтобы увеличить объемы, значит, производимой сельхозпродукции. И вот некоторый сдвиг, конечно, нельзя говорить, что это уже победа какая-то, но, по крайней мере, появилась некоторая надежда. Вот по итогам, значит, 2016 года в области агропромышленного комплекса мы по всем видам производства сельхозпродукции, а мы производим 8 видов из 10.
из 10, значит, наша продовольственная корзина состоит из 10 продуктов питания. Да? Из них 8 мы производим сами. У нас было произведено продукции в 2015 году 5,7 миллиардов. А в прошлом году мы произвели 7,2 миллиарда рублей на такую продукцию. Конечно, это потребности, это всего где-то 20% потребностей. Но, тем не менее, это уже какая-то динамика. И притом обнадеживающая динамика. 2012 год 20-летия Ингушетии без преувеличения стал переломным для республики. Пожалуй, с него надо вести отчет тому времени, когда позитивная информация из региона просто заглушила негатив. В каком-то смысле придавила даже. Ситуация кардинально изменилась. Сдаются десятки объектов социального значения, производственные предприятия, открывается мемориал памяти и славы, реконструированное мемориальное кладбище памяти жертв событий осени 1992 года в Назрани. Это как раз тот самый случай, когда роль личности, она очень и очень играет большую роль. И вот уважение к главе республики, доверие, то, которое есть у федерального центра, и вот энергия, с которой это достигается. Ведь многие объекты построены не только за счет ФЦП, вот 10-16 социально-экономического развития, имею в виду, и очень много объектов построено и за счет таких личных связей, коммуникативных вот таких вот подходов главы республики, когда он идет, достаточно успешно контактирует с теми возможными инвесторами, и это и Роснефть, и Газпром, и так далее. Я всегда удивляюсь, вот для меня это большое такое приятное открытие, когда вот глава субъекта может вот так вот вести такую системную, неустанную работу по защите интересов субъекта. В 2012-м в Горной Ингушетии проходит грандиозное спортивное событие – первая битва в горах. Казалось, мы не могли и мечтать несколько лет назад, что на таком уровне сумеем организовать и провести международный турнир по смешанным единоборствам. Через 2 года республика принимает эстафету Олимпийского огня. Организация данных мероприятий, особенно эстафета Олимпийского огня, требовала от республики скоординированных действий всех структур. Работа была проведена колоссальная, потому что была поставлена задача и главой республики, и эта задача была осуществлена, установить чашу уже огня на вершине, скажем так, на нашей башне Согласия, где олимпийский чемпион Рахим Черкиев и зажег эту чашу. До последнего момента были волнения, потому что переживаешь, все-таки как там себя поведет, непонятно, уже вот на такой высоте и огонь, чтобы все это прошло хорошо. Но все прошло удачно. В марте 2014 года Ингушетия стала единственным субъектом в Северо-Кавказском федеральном округе, где состоялась эстафета паралимпийского огня. В этой эстафете, чем она является уникальна, по моему мнению, даже не суть в том, что она прошла у нас только на территории Республики Ингушетия. Суть в том, что по приглашению главы республики в этой эстафете принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья из других субъектов СКФО. То есть мы из 60 спортсменов, которые принимали участие, была выделена квота 30 в количестве 30 мест на регионы другие Северо-Кавказского федерального округа, и были приглашены люди, которые вот как раз-таки и несли факел паралимпийского огня. Все приглашенные гости, участники остались очень довольны, потому что это было внимание оказано людям с ограниченными возможностями здоровья. Хорошая организация международных турниров и соревнований российского масштаба сыграла свою роль в том, что республика начала заявлять о себе как регион, где чемпионы – это не разовый случай, а системный подход к их подготовке. С каждым годом растет и уровень проведения мероприятий. Благо, теперь у нас есть и уникальная площадка, это дворец спорта,
где мы сможем принимать до 5000 зрителей, что позволяет нам, скажем так, предусмотреть все риски и угрозы, которые могут повлечь. Это и организация питания, это организация контрольно-пропускной системы, то есть все те прерогативы, которые нам дает вот такой вот колоссальный, уникальный объект, мы ими пользуемся. Мы любое мероприятие, неважно какое, провели так, чтобы люди к нам опять и опять хотели возвращаться. А вот и наш олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев! Бурные аплодисменты нашему олимпийскому чемпиону! Сегодня мы здесь собрались отмечать наш праздник. Праздник российского спорта, праздник дзюдо. И бесспорно разделить ту радость, которая сегодня присутствует среди нас всех. Народ Ингушетии сегодня чествует нашего чемпиона Хасана, который завоевал золотую медаль и еще раз показал, что кто работает на час больше, тот, кто хочет достигнуть результатов, он их достигнет. В год 20-летия Ингушетии и подвига Сулумбека Асканова произошло еще одно памятное событие. В небе над республикой демонстрируют фигуры высшего пилотажа самолеты МиГ и Су в честь открытия памятника первому герою России. Это авиационное шоу люди запомнят надолго. Наш век высоких технологий, информационное сопровождение того, что делается в республике, имеет огромное значение. В этом мы убедились в 1992 году, когда республика оказалась фактически в информационной блокаде. Открытие в 2013 году национальной телерадиокомпании «Ингушетия» стало очень значимым событием для региона. Я думаю, что совершенно правильно было решение руководства республики, которое еще тогда, где-то в 2008-2009 году задумала, приняла решение, а потом и осуществила вот этот проект под названием «Национальное телевидение». Почему? Потому что филиал, да, помимо того, что ГТРК, помимо того, что оно работает там только на саму республику, имеет еще ограниченное время вещания. Мы знаем, да, то есть это врезки в определенные часы, которые федеральный канал дает для региональных каналов. Вот. А тут появлялась возможность говорить столько, сколько нужно. Именно вот в первую очередь о тех позитивных изменениях, которые происходят в республике, ну и о самой республике. Ведь мы же понимаем, да, что самый молодой субъект федерации, достаточно сложный субъект федерации, прошедший в первые годы своего становления серьезные испытания, о нем нужно было рассказывать людям. О нем нужно было, чтобы узнавал и российский зритель, да и по всему миру, чтобы знали, что такое Ингушетия. В одной телевизионной передаче, при всем желании, невозможно охватить все, что сделано за 25 лет становления и развития Ингушетии. Выглядело бы слишком пафосно и наигранно, если бы мы начали утверждать, что все хорошо. Но динамика налицо. 1993 год дотационность республики была 98%. То есть из 100 рублей 98 не наши были, российские. Но сейчас-то мы уже 80 почти процентов, только 20% уже имеем хоть свое. Мы движемся хоть по 1%, может, чуть-чуть меньше. Мы все-таки добавляем общую казну свою. То есть динамика есть. Но в первую очередь мы всегда должны быть нацелены и придерживаться нашей национальной идеи возрождения, развития нашей государственности, чтобы наша республика процветала, развивалась, чтобы наш народ имел возможности наравне с другими народами условия жизни, проживания, чтобы наш народ имел возможности развития экономики, культуры, чтобы мы шли вперед. Я думаю, что если мы все-таки не будем то зациклены только на личном интересе, а будем все-таки размышлять и думать, что мы
тоже частица, только более общего, тогда, может быть, было лучше. Цена такая должна быть, чтобы ты мог сказать, я человек, который спас, там, не знаю, вылечил 10 человек, операцию сделал, спас от смерти. А другой скажет, я построил мост. А другой скажет, я написал роман, которым ингуши могут гордиться. Вот патриотизм. Не расслабляться, но это не значит, что мы должны сейчас как-то аврал объявить и все куда-то понестись, там что-то делать, что-то копать, что-то раздвигать. Просто каждый житель нашей республики, каждый, мы говорим сейчас за Ингушетию, ингуш должен осознавать, что было, что сегодня есть, что завтра будет. Предприятия, рабочие места, социальная стабильность – все это уже есть. Республика наращивает темпы развития, и это невозможно не видеть и отрицать. Но ничего не будет, если мы отойдем от своих традиций, от своей индивидуальности, как народ. Я помню, здесь проездом заезжали вот депутаты из, они вместо маджлиса говорят, не парламент, а маджлис из Казахстана. Мы приезжали здесь, они были у нас вот на башне Согласия, поднимались и смотрели, радовались, как на ладони почти всю республику видели. И они заехали в наш мемориал. И вот эти депутаты возглавляют комитеты по законодательству, по обороне и так далее, известные люди Казахстана. Они сказали, вот между собой говорили, посмотрите сейчас, вот мы, Казахстан, это государство, это республика, это столько субъект. Но если посмотреть, смотрите, как они чтят свое прошлое. Они говорят, ну это их история. Ну неужели мы не можем сделать свою историю так, как ингуши? Вот они шептались между собой. То есть вроде маленькая республика, а есть у нас что показать, есть что, может быть, другие, может, многочисленные народы могут заимствовать даже у нас сегодня. И поэтому те объекты, которые мы построили, то, что мы сделали, это мы сделали нашими руками. Нашими руками. Главное для любой нации – это единение. Да, я по долгу своей деятельности общаюсь со многими людьми, и с мусульманами не в меньшей, а может быть даже в большей степени. Поэтому, когда мы вместе понимаем, что мы трудимся на благо республики, когда мы понимаем, что мы трудимся на благо человека, на укрепление взаимоотношений человека с человеком, вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от национальности. Потому что люди, когда встречаются на улице, встречаются в магазине, еще где-то, они не спрашивают, кто какой национальности. Они просто в данный момент находятся вместе друг с другом, да, в какой-то жизненной ситуации. И как мы будем относиться друг к другу просто в житейских каких-то моментах, приходя на помощь друг другу, уступая место в очереди, помогая там еще в чем-то, вот это является лучшим свидетельством, да, каждодневным, каждоминутным о нашей вере. Естественно, мы не могли в завершении передачи не обратиться к колыбели ингушского народа, горному Джайрасскому району, где построены социальные объекты, в том числе одна из лучших больниц республики. Здесь развивается туризм, проходят чемпионаты России по горным лыжам и альпинизму. Российские и зарубежные туристы открывают для себя неизвестную Ингушетию. В 2016 году в республике побывало более 40 тысяч туристов. На мой взгляд, все-таки республика и народ развивается. Я дружил, ты знаешь, с Идрисом Базоркиным многие годы. Я рядом с ним был. Когда его из партии исключили с 1973 года, до последних дней я с ним рядом был. Он говорил, каждый народ должен иметь свою республику, свою землю, свои обычаи, свои законы. Мы не чечено-ингуши, мы ингуши. Чеченцы – это чеченцы. И вот он мне говорил об этом, я это настолько запомнилось мне, что вот когда создали нашу республику, Ингушскую республику, я был настолько рад, я был настолько удовлетворен этим событием. Я вспоминал каждую минуту слова Идриса и думал, почему Идриса нету сейчас? Идрис должен был знать, как развивается.
Правда, когда объявили Ингушетию, он еще живой был, он же в 93-м году умер. Я считаю, что это очень правильно. И наша республика развивается и будет развиваться. Посмотри, какая школа у нас в Жайрахе. Трехэтажная школа. Вот. Может быть, она такая уж огромная не нужна была, но все равно красота. Красота. И хорошо развивается. Курорт Арамхи. Сколько там народу бывает. Из России туда приезжают отдыхать. И другие мероприятия. Много моих друзей приезжают, и они у меня бывают. Это очень хорошо, и это очень приятно. В чем секрет этой башни старинной, пережившей людей и века? Благородной была и могучей, покорившая камни рука. Мы холодные камни ласкали, грела чак изболевшую грудь. Символ духа ингушская башня, маяком осветившая путь. Вы часто бываете в горах, у нас развивается туризм, более 40 тысяч туристов побывало в прошлом году, в 2016 году. Но даже речь не о туризме. Вот глядя на эти башни, на эти сооружения наших отцов, что вы испытываете? Вот ваши личные впечатления. Ну, знаете, гордость. Гордость за наших предков, гордость за наш народ. Не от того, что они башни возвели, а гордость за то, что они сумели выживать в таких страшнейших условиях. Ведь башни – это не от хорошей жизни. Это башни, это люди вверх уходили, почему больше каждый кусок земли был на вес золота. Поэтому я испытывал гордость и за умение жить, и за умение строить так красиво, и за умение созидать, и за умение защищать свою родину. Ингушские башни для своего времени явились подлинным чудом человеческого гения, как новые шаги человека в небо. Лучше, чем ученый-кавказовед Евгений Крупнов, не скажешь. Но можно обратиться и к деяниям потомков. А именно, спуститься на плоскость. Столица Ингушетии, город Магас. В 2013 году в Магасе состоялось открытие величественного сооружения – 100-метровой башни Согласия, одного из символов столицы и республики. Она не может не вызывать восхищения. Это связь поколений, которая не прерывалась никогда, даже в самые тяжелые для народа годы. Это подтверждение того, что мы твердо стоим на ногах и устремлены в будущее. На ваш взгляд, можно ли потерять Родину? Нет, Родину никогда нельзя потерять, и невозможно ее потерять. Родину можно предать. Вот предатель Родину теряет. Есть те, которые каким-то путем, то ли насильно, то ли вынужденно, оказались за пределами страны. Но это не говорит о том, что они потеряли Родину. Они всегда с Родиной. Почему? Потому что в душе они с Родиной. А есть предатели, которые могут находиться сегодня у себя якобы на Родине, и могут находиться там в Москве, в Ингушетии или где-то. Но они продали Родину. Они предатели Родины. Поэтому, конечно, у них нет Родины. У них не должно быть Родины. И у них ее реально нет. Поэтому я бы так сформулировал. Возможно, представлять себе, что чья-то республика лучше в плане того, когда это говорят ехидно, с издевкой. Да, где-то есть лучший момент. Я был сейчас в Республике Татарстан, в Ульяновской республике. Там очень много плюсов, особенно в Татарстане. Мы там у них учимся. Но в Ульяновских тоже много. Но при этом я вижу некоторые вещи, что у нас лучше. Меня это тоже радует. Я не злорадствую, но меня это радует. И в этом вопросе может найти человек, который скажет, вот я Татарстан увидел и решил, что там лучше. У нас плохо. В этом вопросе, конечно, если даже это так есть, я его не считаю там человеком, потерявшим Родину. Но то, что он душу начинает терять, свое «я» начинает терять. Почему? Потому что он не говорит о том, что вот в Татарстане давайте там лучше, давайте у себя так же сделаем. Он говорит, там лучше, а у нас хуже, мы вообще там не живем. Вот в таких моментах, конечно, он не может быть, конечно, приравнен к предателю, но тем не менее есть факты, где мы должны четко, ясно себе и представлять, и показывать, и рассказывать о них. Что Родина – это самое святое, что есть у человека в жизни. Без Родины нет ничего.
ваши пожелания и себе, и жителям республики. Все-таки круглая дата 25-летия республики. Мира, добра, процветания нашей любимой республики. Спасибо всем, кто стоял у истоков создания республики, в честь чего мы сегодня уверенно отмечаем 25-летие. Здоровья вам, счастья, успехов. Мы будем всегда вас помнить. Сделаем так, чтобы увековечить ваши имена. Ну и, конечно, нашим жителям, в том числе самому себе, чтобы в семьях все было хорошо, чтобы дети не болели, чтобы мы все знали, что наши дети, наши семьи самые лучшие. И благодаря этому мы меньше будем видеть горя, проблем на территории нашей республики. Албарца был бы дал тебе